Железная клетка, толстые прутья и грязь. В таких условиях медведь по прозвищу Мишка живет уже больше 15 лет. Когда и как хищное животное попало в клетку на территории санатория МВО, непонятно. Хозяина Мишки нашей съемочной группе застать не удалось. Но, по словам сотрудников санатория, он появляется здесь довольно часто. Внутри вольера стоят кормушки с едой и водой, а также емкость для купания. Но если присмотреться, то видно, что на полу клетки ужасная грязь. Земля вперемешку с экскрементами животного и остатками еды. У нас в республике нет питомников. Мы можем изъять, но кому передать? Некому. Нет питомника, куда бы можно было передать. Нет никаких благотворительных там фондов, чтобы передать. А отпустить в лес, значит обречь медведь на гибель. Это тоже негуманный поступок. Бурый медведь – один из крупнейших хищников. Это дикое животное, которому необходимы условия, максимально приближенные к природным. А самое главное – комфортное пространство с учетом поведения и потребностей. История Мишки появляется на просторах интернета с завидной регулярностью. Об этом в социальных сетях пишут как местные зоозащитники, так и гости Абхазии. Ситуацию неоднократно освещали журналисты, однако в жизни Мишки ничего не меняется. В республике, к сожалению, отсутствует закон о животном мире, который мог бы регламентировать отношение к животному миру, который используется в туристических целях, скажем так. Мы неоднократно подвергали административному штрафу всех вот этих вот товарищей, которые содержат медведей в неволе, скажем так. Но одним штрафом здесь вопрос решить невозможно. Нужно фундаментально издать закон, по которому затем начать действовать. И самим определиться, нужно ли нам в виде услуг предъявлять для туристов данный вид деятельности. С началом туристического сезона в Абхазии регулярно всплывает тема содержания и коммерческого использования диких животных. Получается, что отпустить на волю зверя уже невозможно, потому что он не выживет. А штрафы за жестокое содержание в размере 1800 рублей не особо пугают хозяев животных. Если говорить о медведях, то только 3 случая нам известны по Абхазии о содержании декоративных животных, тигров, львов там и так далее, они есть. Они и других птиц, попугаев там и так далее. Но давайте поставим такой вопрос. Ведь в наших лесах не водятся ни тигры, ни львы там, и вот эти вот декоративные животные. Они каким-то образом попали, то есть пересекли границу. То есть изначально, если был бы вопрос на границе решен с этими декоративными животными, то проблемы у нас здесь бы не было. История Мишки пока без финала. Есть надежда, что защитники животных все-таки смогут добиться облегчения участи медведя в неволе. Эсма Гуланзе, Саида Гухава, Абхазское телевидение.